Село Аян – это административный центр крупнейшего по площади муниципального района Хабаровского края. Село лежит на побережье Охотского моря, омываемое водами бухты Аян. Возник Аян в 1843 году. Его основала русско-американская компания как начало нового тракта, ведущего в Якутск. По тракту предполагали доставлять товары на оленях. Тракт получил название Амгино-Аянский. Региональная общественная организация исследователей Республики Саха-Якутия «Северовед» во главе с кандидатом филологических наук Марией Петровной Дьяконовой в начале сентября 2021 года совершила туда поездку. А началась дорога из Усть-Майского района по течению реки Мая до Нелькана на моторках. Поездка была трудная, экстремальная, с остановками на берегах для отдыха. По пути смотрели пещеры и наскальные рисунки, посетили священные места. Горы сопровождали путешественников, будто огромные стражи. Повсюду со всех сторон была завораживающая красота. Останавливались в маленьком поселке Аим, чтобы передать посылку. Так как дорог нет, связь держит только водный транспорт. Следующая остановка – поселок Цепанда. Этот монтёрский пункт был создан для ремонта автозимника в Аяно-Майском районе Хабаровского края. К моменту прибытия был виден дым, в то время как и у нас в Якутии были точки пожаров. Останавливаясь в Цепанде, у старожилов послушать рассказы про их жизнь. Родился здесь в 49 году. Я колхоз был еще, Победа. Народу не так уж много было. И человек 100, может, было. Ну и все. Здесь жил до 58 года. Потом был крупнее. Как переехал. Там школу закончил. Потом учился в мореходке, поработал. Потом армия на флоте. Потом вернулся, так далеко не работал. Там перестройка поперла. Деваться некуда. Приехал, туда конюшил, где. Потом на охотников пошел. И все. Так и живу до сих пор здесь. Бензин дорогой, дороги нет. Зимой на буране. А до Аяна вообще не дорога, а направление. Картошку садим, там огурцы, помидоры. Всего хватает потихоньку. Да вот поставили телефон, то работает, то не работает, как он. Указ президента был, сразу поставили. 3 года приезжали, смотрели, проверяли, потом все, плюнули. Как хочешь. Как хочешь живи. Сломается, уводишь великан, там сдаешь, потом опять другие берешь. Вот станция есть, переносная маленькая. Бензин свой таскаешь. Дальше проплывали мимо села Джигда. Природа показала по пути стаи уток, приземлившихся на реку, облака, опустившиеся будто туман, всю красоту осени. Нелькан – последний пункт судоходства по реке Мая. В итоге добрались сюда за 2 дня. Название Нелькан имеет эвенкийские корни. Нель означает «стрелка» или «место слияния 2 рек». Так и есть на самом деле. Село расположено возле устья реки Чуя, впадающей в реку Мая. В Нелькане посетили краеведческий музей, где узнали много о том, как началась и какая была жизнь раньше в Нелькане. В 1799 году была основана российско-американская компания, такая Григорием Шелиховым, таким купцом иркутским, для того, чтобы с Русской Америки перевозить товары. Какие товары? Это в первую очередь морской зверь, мясо, пушнина. С русской Аляски были товары такие, и должны они как-то перевозиться. Ну как их перевезти? Вокруг России и далее это очень тяжело перевозить по морю, а с Аяна до Якутска был сделан тракт. Тракт этот был сделан по решению и по велению правления российско-американской компании. В 1845 году Николай Николаевич Муравьев-Амурский, в то время губернатор Восточной Сибири, он решил в Нелькан приехать и посмотреть, как же ведется строительство этого тракта. Тракт проходил от Аяна до Якутска и далее этот тракт до
Иркутска и на Санкт-Петербург. Решено было построить станки по всему протяжению тракта, по сухопутному пути и по реке Майи. Были привезены специально староверы с Иркутской губернии, 102 семьи. Они расселялись по всему тракту на станках, а станки были примерно в 60 верст друг от друга. Использовали что? Лошадей, в первую очередь, оленей. Перевозили груз. Далее груз перегружался на специальные склады, которые стояли на всем протяжении. В основном склады строились в таких крупных каких-то пунктах. Здесь в Нелькане был, в Аяне был пункт такой, где груз перегружался. Далее по реке Майи отправляли. Ну или зимой тоже по реке Майи отправляли. Летом здесь по пути от Аяна до Нелькана здесь было очень сложно перевозить. Горная местность, тяжело было перевозить. Но люди, конечно, олени это использовали, тунгусы, проводники шли. Все это вот для населения как бы работа шла. Когда продали Аляску, российско-американская компания перестала существовать, и тракт взял в свои руки такой купец Александр Федорович Филиппиус, который мог организовать передвижение и какую-то работу для местного населения, так как часть семей ушли совсем с скарбом, со всеми детьми и так далее в Преамурье, когда открыли путь через Амур. Следующий транспорт от Нелькана до Аяна – это грузовая машина. Дорога длиной 200 километров. По пути попадались разные исторические места, вокруг красивая дикая природа и великолепные виды. По пути забирали из стойбища кочующего оленевода Николая Карамзина. Он собирался в Аян на слет оленеводов. Коренной житель ведет интересную жизнь. Помимо работы с оленями, он сочиняет и поет песни на родном ивентийском языке. Ну вот со стороны, вот когда живешь, то тоже вот здесь сейчас людей, да, оленей уже мало. Конечно, вот бывает, вот, что, говорит, спрашиваете, да, вот кто-нибудь спросить, что-то воспоминания или что. Бывает, конечно, вспоминаешь вот своих родителей. Ну, даже не родителей, а про деда, про дедов, да, вот, которые мои родители были. Все были оленеводами. Вот сейчас остался я один оленевод. Так что сын у меня был единственный, еще помощник, утонул. Сейчас мне уже не на кого надеяться. Племянники это так что помогают. Ну, так они тоже долго в тайге не продержат. Без оленей останутся, наверное. Я без оленей, потому что не могу вообще. Вот даже вот 3 дня силы поселка Павуту, мне уже, не знаю, как сказать, это тянет, да, вообще, уже не могу. Когда даже уже 4-й день, когда сплю, кого-то уже в ушах что-то босло, гремит, где-то теленок хрюкает, нет, надо ехать. Вот так бывает. Гонобдев, Мисинова, Буалай или долгий чаун такой. Аябай бая мини, гамтиш минава мандули, тадун горобай боду, бияу шинду айнис. Аябай ай мини, гамтиш минава мандули, тадун горобай боду, бинду айнис. Аябай бая мини, гамтиш минава мандули, бинду напуни. Аябай бая мини, гамтиш минава мандули, тадун горобай боду, бияу шинду. Аябай ай мини, гамтиш минава мандули, тадун горобай боду, бинду навяси. Приехали в село Аян глубокой ночью и расположили палаточный городок.
Аян находится на берегу одноименной природной бухты Охотского моря на значительном удалении от других населенных пунктов. На утро еще через 60 километров добрались до базы морской, где проводился слет оленеводов. Собрались представители традиционного для коренных народов севера ремесла. На слете обсудили быт и проблемы оленеводов и обменивались опытом 3 хозяйства Аяно-Майского района. Наш район самый большой в Хабаровском крае, 167,2 тысяч квадратных километров. Мы расположены практически на самом севере Хабаровского края. Граничим мы с Амурской областью и с Республикой Саха-Якутия. Ну и севернее нас расположен еще район Охотский, тоже относится к Хабаровскому краю. По побережью у нас проходит хребет Джукжур, который разделяет наш район на 2 климатических зоны. Да, и у нас получается в районе есть умеренный морской климат, это побережье, и резко континентальный, то, что находится за хребтом. То есть и довольно-таки большие перепады, разница большая в погоде, в температурах. Вот такой интересный район. У нас пастбище, да, Маймакан речка, у нас избушки везде, зимнее, зимовье везде. Ну, бывает осенью, весной мы живем в палатках, конечно, чтобы оленей кормить на свежем ягеле. Ягель у нас практически везде на стойбищах. Ну вот, со школы я вот сейчас маленького отправляю в Жигду, сестра забирает, приехала, которая. А вот Аликова отправлять буду в Чумикан, он там учится. У нас-то олени еще пока на Чумикан запину, так вот, в Чумикане там что, мы только вот субсидию получали и все. А так, там ничем не помогает, ну вот такое, ни станции, ничего там не дают. У нас общины-то нету, как сельское пособное хозяйство. Когда стада были большие, были же тысячеголовыми там, вот своих частников, было много вот частников, но все умерли, кто. И вот только у нас остались вот в Аяно-Майском районе. Эта поездка как возрождение памяти о коренных жителях, которые осваивали Аянский тракт и остались там жить. Это наша история. Мы рады, что стали частью этой истории.